Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. Гость в нашей студии сегодня Гузель Чулпановна Хамитова, тележурналист, которая сделала цикл материалов об участниках специальной военной операции. Приветствуем вас. Здравствуйте. Гузель Чулпановна, совсем недавно у вас вышел фильм о нашем герое России Алмазе Сафине. Да. Скажите, пожалуйста, вы долго над ним работали? Ну, наверное, вообще желание снять фильм именно про Алмаза было после просмотра его песни, когда он играл на гитаре, пел. Вот. И тогда, вот, когда я посмотрела, послушала эту песню, я поняла, что это мой герой. Об Алмазе фильм сделаю я. И тут же начала собирать материал, знакомиться и искать. Ну, во-первых, это сначала живые кадры. Вот каким он был, представляете? Большой, 2 метра ростом, с огромной улыбкой. Такой большой души человек. Большой души и профессиональный наставник, профессиональный воин. Ну, вот как о нем не сделать? Поэтому, когда мы с ним... Потом это объем, масштаб. То есть ребята, которые принимали участие в бою, это Феодосия. Семья живет в Сочи. Служил он в Новосибирске и родился в Альшеевском районе, в Раевке. И вот, представляете, вся география нашей страны. И люди с разной точки говорят о нашем Алмазе, о нашем земляке, каким он был. Это очень много информации. Когда мы монтировали этот фильм, мы, как сказала мама, вы перелопатили огромное количество материала. Предлагаю сейчас посмотреть фрагмент из этого фильма, где сослуживец Алмаза Сафина с позывным «Чуваш» рассказывает о событиях того трагического дня. Пошло нас 12 человек. Алмаз был старшиной, то есть сержантом, можно сказать, да, боевым. И он пошел вообще, по идее, нам на помощь прикрывать нас. То есть он не должен был вообще, по идее, туда идти. По нам, получается, с 5 сторон велся огонь противника. Превосходящих сил это были и РПГ, выстрела, гранатомета, и автомат, и пулемет, и миномет. Это были ребята, которые были новобранцы, может быть, Алмаз Сафин до конца вот вел бой свой, да, то есть не отступил, там, не эвакуировался и так далее, понимая то, что, может быть, мы бы и погибли серьезно, если бы он не прикрыл бы нас, так скажем. Гузель Чулпановна, но из открытых источников мы знаем, что взвод под командованием Сафина уничтожил 1 танк, 2 бронемашины, около полусотни украинских боевиков. Но это, можно сказать, вот такая сухая статистика, да? Но когда вы снимали фильм, вы слышали от очевидцев, как все было на самом деле. Совсем по-другому же все это воспринимается? Да, то, что пишут командиры в наградных листах, это информация одна, но ведь мы с вами живем в эмоциональном мире. Вот Павел, позывной Чуваш, он рассказал о том, что я специально задала ему вопрос. Вы, взвод, 12 ребят, вас именно учил Алмаз? Он говорил, да, он нас тренировал. И рассказывал, как проходили тренировки с боевым оружием, с пулями и так далее, и так далее. Это были тренировки, приближенные к боевым. Но ребята ни разу не были на передовой позиции. И я думаю, что подвиг Алмаза, ведь из 12 ребят никто не погиб. Все вернулись живыми. И Алмаз, как наставник, опытный, он взял огонь на себя. И вот в этом действительно подвиг. И вот, наверное, поэтому снимать фильм было очень тяжело. Гузель Чулпановна, вы являетесь автором еще одного фильма о нашем герое России Тамерлане Ильгамове. Давайте посмотрим фрагмент из этого фильма. Ту ночь с 3 на 4 июля, когда начался неожиданный массированный ракетный удар американскими реактивными ракетами системы залпового огня «Хаймерс», Тамерлан как раз нес боевое дежурство со своим другом. Подвиг в том, что ребята могли уйти. После первого разрыва могли убежать или совершить маневр. Но тогда бы все попало куда надо, как задумал враг. Гузель Чулпановна, в обоих фильмах, и про Алмаза Сафина, и про Тамерлана Ильгамова, говорится, что у них у обоих была возможность спастись.
оставить свой боевой пост, там, несмотря на то, что это была их обязанность, да, но тем не менее они бы могли спасти себя. Но они предпочли до конца оставаться верными своему долгу, присяге, и понимали, что от их сейчас поступка зависит жизнь многих-многих людей. Вот на ваш взгляд, вы же общались и с родными, и с друзьями, и со служивцами. В чем их феномен, почему они поступили именно так, а не иначе? Ну, я думаю, что это все связано с нашим внутренним. Я думаю, что если бы была подобная ситуация, ни вы, ни Артур, ни я, мы бы не поступили иначе. Потому что в нас чувство Родины, оно очень сильно. А у ребят, которые еще и служат там, ну вот Артур не даст соврать, чувство солидарности и чувство брата, чувство спины, что за мной стоят мои ребята, мои братья. Безусловно. Вот. Оно настолько сильно, что у них даже мысли такой нет. Ни у кого нет мысли уйти. Вот я могу сказать это на 100%. Мужчина проявляет свою мужскую составляющую именно там, на поле боя, и это основная функция мужчины – защищать Родину. Вот. Я помню, как мама героя еще одного фильма про Диму Иванова, Сапер, который- да, сапер Дмитрий Иванов, когда мама писала ему, звонила и говорила: «Дима, я хочу видеть тебя, ты мой сын, возвращайся. Мы ждем тебя здесь». Он говорил: «Мама, я не хочу, чтобы этот ад вошел в наш дом». И вот так говорят все. Это наше состояние души, наше состояние любого из нас. Да, Лиана, вот хочу вот сказать как по себе, когда вот нас командир батальона построил, вот я полностью соглашусь с Гузель Чулпановной, нас командир батальона построил и сказал, кто дальше будет защищать нашу страну. Я первым из своей роты вышел, человек сказал, я буду воевать дальше. Чтобы, не дай бог, Алла Согласна, это не было в моей родной республике. Гузель Чулпановна, вы 2 раза были в зоне СВО, и если вот фильм как раз про Дмитрия Иванова и про Тамерлана Ильгамова вы снимали до своих поездок в зону СВО, то фильм про Алмаза Сафина вы сняли после. Он отличался? Да, он очень отличался, потому что изначально, ну вы представляете, вот мы знаем о войне по рассказам родителей, по рассказам дедушек, бабушек. И это было непонятно. Вот, например, Тамерлан Ильгамов, «Панцирь». Что это за такая машина, какие у нее возможности и так далее. Это были фильмы больше воспоминания родственников, мамы. Это такие более женские фильмы. Вот даже разница в том, что когда мы монтировали Тамерлана и Диму, мы, вот женская часть в монтажке, мы все время плакали. Мы смонтируем кусок, плачем. Удивительно, что вот когда мы монтировали Алмаза Сафина, мы уже, ну, очень редко про слезу роняли. Наверное, это было связано потому, что мы понимали, раз мы были вот там, понимали, как действуют ребята, и у нас была задача. Вот точно так же, как ребята выходят на задачу, у нас была своя задача сделать фильм, чтобы показать объективно, чтобы не было никаких предвзятостей. Это фильм о подвиге. Вот поэтому, да, фильм об Алмазе отличается. А вот вы же были дважды в зоне СВО. Да. Что побудило вас ехать туда и быть еще там несколько раз? Когда я приезжаю туда, приехала в первый раз, они говорят, сумасшедшие, потому что к ним женщина не приезжает. И вот во второй раз они уже так с теплом, с такой... Может, как родного, близкого человека? Абсолютно, абсолютно. Даже очень было приятно, что батальон Шеймуратова выпустил ролик, назвал «Сестра». Сестра, теперь у меня есть очень много братьев. Поэтому не поехать невозможно, потому что если не рассказать о подвиге этих... Да, можно говорить, сидя здесь, в теплых местах, но когда ты приезжаешь туда, ты видишь совершенно другой дух. Вот, например, мы привезли ролики «Служу Отечеству», да, и когда мы приехали, наш сопровождающий сказал, не задавайте вопрос, почему вы пришли служить по контракту. А у нас была задача снять, значит, в ролике, почему мы должны служить по контракту. И он говорит, пожалуйста, не задавайте этого вопроса. Возможно, он ожидал неприятного для меня ответа. Но вы знаете, я записала 13 роликов.
И 13 ребят. Никто не сказал ни о какой финансовой составляющей. Все говорили о любви к родине. Все говорили о том, что это защита семьи, что это долг. Вот такого ранга были ответы. Ну вот «Служу Отечеству» — это был цикл материалов, но помимо этого вы, когда поехали во второй раз, вы запустили акцию «Елки для своих». Да, вот в первый раз, кстати, мы еще сняли «Письма солдат», называется, «Письма солдатам». Вот вчера я посчитала в интернете, только ВКонтакте просмотр этих документальных маленьких фильмов – это 1 600 000. 1 600 000. Это даже больше, чем Уфа. Представляете, это? Вот этот ролик нашел очень большой отклик. И вот когда мы уже возвращались с командировки, мы всей своей группой синхронно решили, что мы поедем поздравлять их на Новый год. И тут же возникла идея елки и игрушки. И что было очень интересно, вот эти игрушки изготовили дети с 5 районов. И ребята, когда украшали елочки игрушками, я заметила, что какую-то игрушку они вешали на елочку, а какую-то себе на китель. И это было... Вот эта частичка тепла сохранить, очень, оставить да, собой. Да, там лисички, зайчики, все были на ребятах, и это было очень-очень трогательно. У вас с собой шевроны. Да. У каждого из них своя история. Да. Расскажите нам о них. Ну, вообще началось все с того, что когда мы снимали елки для своих, мы были в разведроте, и как бы вот одни из героев нашего фильма, спецрепортажи «Елки для своих» были разведчики. И вот когда уже мы общались, ребята подарили мне куртку, и Мстишка подарил мне шеврон. Вот Позывной Мстишка. Да, позывной Мстишка. Он подарил шеврон. Вот и со словами, что этот шеврон 2 раза был там за лентой. И вот начало этого как-то так получилось, что потом мы поехали уже на съемки в Феодосию, на съемки фильма, и проезжая Крымский мост, я просто СМС написала Игорю. А Игорь – это один из героев фильма о Тамерлане Ильгамове. Сослуживец Тот его. же сослуживец, который сейчас защищает Крымский мост. Я пишу: Игорь, я проезжаю мимо вас, я помашу рукой. Он пишет мне: безобразие, Керчь, завтра встречаемся. И вот панцирь С1, вот это подарок Игоря. И это память о Тамерлане, о нашем Тамерлане. Вот эти 2 шеврона, они самые, последние, один из них самый дорогой. Это шеврон, такая нашивка, пот экономит кровь. Это подарили друзья Алмаза Сафина. Когда я спросила это в музей, в Раевку, они сказали: нет, это лично вам. То есть частичка алмаза сейчас со мной. И это военная разведка, это все ребята, которые носят. Алмаз тренировал младший состав разведчиков. Гузель Чулпановна, а с героями ваших материалов связь поддерживаете? Да, вот это, вы знаете, какая-то поддерживаю. Я не могу их отпустить. Они не могут отпустить меня, наверное, но я тоже не могу их отпустить. Потому что после фильма об Алмазе Игорь, семья, после фильма о Диме Артем, после фильма про Алмаза это тоже. Но те ребята, которые снимались «Письма солдату», «Служу Отечеству», мы же обменивались со всеми номерами. Я каждый вечер, Артур, я каждый вечер захожу в Телеграм, я просто смотрю, когда они были на связи. Если я вижу недавно, я иду дальше. И пока я всех их не отмониторю, я не могу уснуть. И даже такой факт, что на 23 февраля я не поздравила ни одного гражданского мужчину. Уж простите меня. Я писала целый день ребятам. И вчера, даже вчера я получила ответ, когда ребята вернулись с ротации, они мне написали. И это очень дорого стоит. Дай бог, чтобы они все вернулись домой живыми и невредимыми. Да. Но вам спасибо, что пришли к нам, поделились своим впечатлением, своим мнением Спасибо о вашей вам. работе. Спасибо большое. А с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем», о том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.